алейкум рахматуллахи баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту вассаляму аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Урматтуу туугандар. Мен мазхаб Ханафи мазхаб боюнча бир-эки сөз сүйлөйм деп мындай ниетим бар. Бисмилlah. Я хочу сказать то, что в настоящее время, сегодня у нас так получается, что этот год наш президент Алмазбек Атамбаев объявил годом нравственности, духовности, имана, да, культуры. И мы, мусульмане все, умма, должна использовать этот шанс для того, чтобы действительно в жизни попробовать реализовать и постараться реализовать многие начинания, программы. И одно из этих начинаний, мы давно к этому хотели идти, это именно укрепление нашего мазхаба. Да? Ханафитский мазхаб — это не просто юридическая школа, как намаз читать, как орузу держать, как правильно в намазе руки держать. Это больше просто юридической школы. Мазхаб нашего имама Азама, имама среди всех аимма, да, среди всех имамов, именно имама Абу Ханифы, это в первую очередь методика, метод, это подход, отношения, да, и это не просто мазхаб юридической школы, это в первую очередь наша история и переданная от наших предков, от Абавалар нам, как аманат, да? Аманат сехту. Именно мазхаб, в нем заключается очень много. Там есть и наша культура именно исламского поведения. То, что мы говорим, когда говорим ханафитский мазхаб, мы подразумеваем не просто юридическую школу, а подразумеваем именно три сразу направления. Да? Это акида, да? То есть это вероучение, основанная на имам Матуриди, имам Тахави, да, но в основном Матуриди, потом плюс саму школу, ханафитскую, юридическую школу. И третье — это ильму тасауф, да, то есть это то, что мы называем тасауф, да, зух. Вот. То, что туда входит ахлак деген, да, потому что просто держать мазхаб ханафитский или любой из мазхабов, то ислам получится сухим, как это случилось во времена перед приходом нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и также до прихода Иса алейхиссалям. То есть Иса алейхиссалям был послан к Бану Исраил, к евреям, которые, ягудилер, да, которые сделали из своей религии только чисто обряд поклонения, исполнения сухих правил. Орузо, намаз, к примеру, да, харам, халал, но без души, без руха, вот, без акиды, можно сказать. И то же самое, когда наш пророк, саллаллаху алейхи, он пришел не просто с правилами, с запретами халал, харам, он пришел с ахлаком, да, и именно в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама арсальнака илля рахмата лиль алямин». И мы тебя послали, пророка, только как милость для миров, как пример пример для подражания. Именно в этом, через ильму тасауф, именно ахлах, поведение, именно иманчылык, да, переходит через не просто знание, а через, когда с языка это уходит в сердце, выходит на язык и выходит в делах. Вы сами знаете, сейчас, в настоящее время, вся исламская умма находится в кризисе, в большом кризисе, исламский мир. И в особенности все началось с арабского мира. Почему сегодня арабский мир в большом кризисе? Потому что в большинстве своем начали появляться различные течения, различные понимания, которые больше уделяют внимание на исполнение фикха, да, ибадат только, да, то есть путем не через сердце, а только просто исполнение сухих правил.
Но когда из сердца уходит ислам, я имею в виду, ислам остается в сердце, но когда неискренность появляется, да, когда намаз превращается в зарядку или физкультуру, или когда мы в орозо ищем только возможность похудеть, или просто как наши дети, предки держали орозо, мы были мусульманами, мы должны сделать это. Нет, больше этого, потому что ханафитский мазхаб, еще раз говорю, сегодня в нашем понимании, вот в наших ата-бабаларда, да, вот в отцах, в дедах, это именно идет ахлак деген, да, вот. Просто я хочу спросить, чем сегодня отличается, мы, мусульмане, сегодня отличаемся от того ислама, наше понимание, от ислама наших чонаталар, да, или наших предков. Чем? Кто видел наших аталар, да, чонаталар? Как они относились в советское время, когда был запрещен ислам, религия, как они относились трепетно, с любовью к каждому виду ибадата, да? Как они относились, какой сильный был иман, да, у наших дедов, у наших предков, как они сохраняли иман и сохраняли ислам. Вот этого, к сожалению, сегодня не хватает, и то, что наш дамла, наш шейх создал именно фонд Абу Ханифы, фонд ханафитский, это очень важно, да, потому что именно мы должны сохранить наш ислам, именно того понятия, которое было именно передано нам от наших предков. Именно то, что сейчас мы называем, это неправильно назвать, конечно, традиционный ислам, но мы говорим наши традиции в исламе, сохранение. Наших традиций в исламе, которые переданы нашими ата-бабалар. Кто? Это ханафитский мазхаб, это ахида, это ахлак. Именно ахлак через тасаввуф. Потому что три в одном это есть ханафизм деген. Ахнаф деген, ханафия. Мафхум ахнаф. И именно сегодня, когда сейчас очень большие проблемы, вы знаете, что сейчас последнее общество, в обществе очень много, да, у нас много, альхамдулилля, мечети. Много молодежь ходит в мечети. Но, к сожалению, кажется такое ощущение, что что-то не хватает. Потому что после джума намаза, после мечети, когда люди выходят, наши братья-мусульмане, то они выходят с агрессивными лицами. И на лицах у них нету, не у всех есть нур, да, в глазах. То есть проблемы какие-то, в обществе агрессия, да, есть. Много верующих мусульман, альхамдулиллях, да, все кыргыздар без мусульман, бирок агрессивность есть. Значит, что-то не в порядке, значит, есть количество, но не хватает качества. А качество изучения, как намаз читать, тогда это хорошо, но это не хватает. Обязательно должен быть именно алым или духовный лидер, устаз, да? Именно должно быть потому что айлм передается не через книги просто, а через общение, через определенный устаз. Устаз болгондо, тогда будет то понимание, когда он учит именно, да? Потому что каждый человек по-разному понимает Коран, по-разному понимает хадисы. А если есть учитель, он правильно объясняет, что означает этот аят Корана, что означает хадис. И он показывает пример, и как надо это делать, да, исполнять. И мы должны подражать тогда этим людям. Потому что киматуль или макамуль уляма фил ислам алия джиддан. Потому что место, положение наших алымдар, оно очень высоко. Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи сказал, что аль-уляма хумуль вураса анбия, да? То есть наши алымдар являются наследники пророков, да? То есть почему? Потому что наши устаздар, они говорят то, что говорил тот же самый пророк. Они приводят те же самые хадисы, те же самые аяты, что говорил пророк наш, саллаллаху алейхи. Пророка нет уже, саллаллаху, но он оставил алымов, ахлю зикр. Файзаля та'алямуна фасаль ахлю зикр. Если вы не знаете, спрашивайте у ахль зикр, да, те, кто знают, да, потому что именно через устазов, через шейхов, через учителей, имамов, Аллах Субхану ва Тааля передает нур именно. Знание – это нур. Это не просто знание, которое математика или геометрия, нет.
знание ислама это не просто выучивание наизусть, что харам, что халал, да? Или как правильно намаз читать. Нет, это больше этого. Это духовный мир, это именно, как сказать, туда входит и таква, и ихсан, да? И вот все полностью те тонкости, которые невозможно почувствовать, да? Потому что есть ильмуль захир, ильмуль гайб, да, называется, то, что мы не видим именно. И в этом случае именно вот эта связь, она не должна прерываться. И именно сохранение нашего ханафитского мазхаба, распространение и укрепление его основ именно через обучение, это важно сегодня. Потому что много у нас проблем в обществе. Есть разные секты, есть течения, опасные течения, которые, за спинами которых стоят враги ислама, некоторые спецслужбы разных стран. Вы знаете, чтобы сделать фитну среди мусульман. И именно мы не будем критиковать, мы не должны враждовать, но именно бороться с различными опасными течениями, сектами только можем через укрепление наших духовных традиций, ханафитского мазхаба, в поддержке наших кыргызских или центральноазиатских, да, алымдар. Я просто вам хочу пример привести. Вот мы граждане Кыргызстана, но среди общества есть такие люди, некоторые, молодежь, которая по незнанию, она берет ильм с других стран, не просто берет ильм, а полностью следует слепо фатвам устазов, которые живут в других где-то странах, в арабских. Да? И если он хочет спросить какую-то масаля, да, или проблему, то он сразу в Facebook или смотрит в интернете и обращается к человеку, который не видел ни разу Кыргызстан и не знает, как он называется. Курдистан или Кыргызстан, да? Вот. И у них спрашивают, понимаете? Вот. У нас есть свои уляма, у нас есть своя школа. Этой школе, знаете, сколько лет? Это самая древняя, все ильм, раньше весь ильм, был в 2-3 местах в мире всего. Это Самарканд или Бухара, да? Или Фергана. Это Дамашк, Сирия, раньше, в древности. И это Багдад или Куфа, да? Все, битты. Это потом было Кортуба, Испания, Кордова, потом другие и так далее. Но нам необходимо возродить и именно поддерживать наших устазов, наших алымдар. Потому что очень много сейчас проблем. Я имею в виду внешних проблем. Есть некоторые страны, которые тратят миллиарды, миллионы долларов, чтобы бороться с исламом, да? Приходить изнутри, портить, да? Фитну создавать. Через разные фитну секты, через разные течения, через разные проблемы, да? И поэтому, я думаю, иншаллах, Кутай Бюрса, у нас есть много алымов, и один из наших алымдар, вот здесь присутствующий, я хотел, пусть Аллах Таала поддержит наших алымов. И сизге чон рахмат, вот, и пусть Аллах Таала поддержит вас фонд тоже, да? Аминь. Хорошего ночного. Рахмат.